Глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров ответил на вопросы российских журналистов. Беседа прошла в пресс-центре Итартас. Среди актуальных – вопрос о беженцах с Украины. На сегодняшний день в Северной Осетии находится около 1000 вынужденных переселенцев. В их числе 275 детей школьного возраста. 1 сентября все они пойдут в наши учебные учреждения. Говорили и о добровольцах из регионов России, которые сейчас сражаются на востоке Украины. Никакого призыва, как вы понимаете, не было. Никто этим не занимается. Но я бы, например, тоже, когда я пообщался с этими детьми из Украины, клянусь, вот был бы я свободен от многих забот. Вы, может быть, меня и не увидели, я мог там оказаться. Есть основания идти на помощь. Мы же видим, что происходит. Они уничтожают собственный народ, собственных людей. Коснулись и темы санкций Евросоюза и США. Глава республики заявил, что российские сельхозпроизводители в сложившихся условиях получили новые возможности для развития. Есть отрасли, которые у нас успешно развиваются, и у них был резерв, который невозможно было задействовать, потому что рынок перебивался импортной продукцией. Сейчас этот резерв будет полностью задействован. Это касается, допустим, рыбы, товарной рыбы, мальков. Вот большие перспективы у нас по натуральным овощам и фруктам и по производным от них. Это у нас размещены очень современные технологии по переработке. Сейчас они будут загружаться. Мясо птицы мы будем также отправлять, потому что у нас его возможно производить гораздо больше, чем оно нужно для республики. В заключение глава ответил на один из самых болезненных вопросов о Беслане. Теймураз Мамсуров подчеркнул, Беслан – это предмет скорбных воспоминаний, которые нас никогда не покинут, хоть мы и живем дальше. Яна Гагиева, Тинатин Музашвили, Эльдар Ашоков, Осетия ТВ.